Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала Милет программа «Бызы Маккымыс. Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Тема нашей сегодняшней беседы – это правовое регулирование и выбор управляющей компании многоквартирного дома. Гость нашей студии – это прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым Николай Челпанов. Николай Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Николай Владимирович, жилищные правоотношения регулируются законами, которые предполагают обязанности и права. Не всякий гражданин может разобраться самостоятельно в этих законах. Скажите, пожалуйста, что наиболее важно знать собственнику помещения в многоквартирном доме? В первую очередь, понимать степень личной и коллективной ответственности за то, что происходит в их доме. Действующим законодательством именно собственникам помещений в многоквартирных домах предоставлен наиболее полный и действенный инструментарий по контролю за организацией, осуществляющей управление их домом, и чрезвычайно важно овладеть этим инструментарием наиболее полно. Такая система коллективного управления собственностью в некотором роде уникальный опыт мировой практики. За рубежом в личной собственности граждан находятся в основном частные дома, коттеджи и тому подобное. Многоквартирные же дома в большинстве своем используются в качестве доходных. У таких домов есть один собственник, и профессионально он осуществляет его эксплуатацию. При этом сдает помещение этого дома в аренду. Может быть, кто-то помнит кадры из зарубежных фильмов, когда по этажам дома ходит человек и требует у жильцов квартплату. При этом вот этот человек – это либо собственник, либо его представитель. Управдом еще такие? Нет, вот именно собственник. Это не управляющий, а собственник? Это за рубежом, да. За рубежом, либо назначенный им управляющий. И он требует у людей, которые в аренду взяли квартиру в данном доме, оплату, а не оплату за жилищно-коммунальные услуги. Примерно то же самое было в России до 1917 года. В СССР собственником недвижимости было государство. В последующем квартиры перешли в собственность граждан, и при этом конструктивные элементы здания, технические помещения также принадлежат не государству, не муниципалитету и даже не управляющей компании, а являются точно такой же собственностью каждого жильца дома, только совместно с остальными собственниками помещений дома. А управляющая компания является исключительно подрядчиком по содержанию и ремонту этой собственности и поставщиком коммунальных услуг. Поэтому самое главное – это отношение к такой собственности как своей, неравнодушие к тому, что происходит в доме, и способность сообща наладить контакт с соседями и сообща решать вопросы управления домом. На что стоит обратить внимание в первую очередь? Знаете, на формальные вопросы. Обязательно нужно внимательно читать все, что жильцы подписывают. В первую очередь это протоколы голосования на общих собраниях. Случается, что недобросовестные должностные лица компании пойдут по квартирам, ничего особенно не объясняя, раздадут протоколы, соберут подписи. А потом выясняется, что плата за содержание и ремонт, к примеру, повысилась несоразмерно. И с этим, в принципе, ничего сделать нельзя. Это все произошло в законном порядке. Только проводить новое собрание, а у большинства жильцов на это просто нет времени. В ряде регионов России даже бывали случаи, когда точно так же проходили по квартирам и собирали подписи за казалось бы, формальный момент, что выбирают новую управляющую компанию, но название то же самое, руководитель тот же самый, собственник тот же самый, вроде ничего не меняется, жильцы, не обращая внимания, подписывают, и приходит новая управляющая компания, которую собственник создал с другим НННом, и начинаю все с чистого листа. А старая компания вместе с денежными средствами, которые были накоплены, но не израсходованными средствами жильцов, исчезает, и в дальнейшем деньги используются не на потребности жильцов. В настоящее время такая ситуация исключена в связи с введением лицензирования деятельности управляющих организаций и наличием соответствующих лицензионных требований. Но возможны злоупотребления подобного рода какие-то, несколько другие.
Спасибо, Николай Владимирович. Хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете прямо сейчас позвонить к нам в студию и задать вопрос по теме нашей сегодняшней программы. Это правовое регулирование и выбор управляющей компании многоквартирного дома. Мы идем дальше. Скажите, пожалуйста, а с чего начинаются взаимоотношения жильцов и управляющей компании? С принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений дома. Этот орган наделен полномочиями по выбору способа управления. Существует 3 способа управления многоквартирными домами. Это непосредственное управление собственниками в многоквартирном доме. Это способ возможен для домов, количество квартир в которых не превышает 30. Управление товариществом собственников жилья, либо жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, и управление управляющей организацией. При этом в случае, если в доме более 4 квартир и отсутствует ТСЖ или ЖСК, в нем обязательно создается совет дома, который избирается из числа жильцов на общем собрании. Совет обеспечивает выполнение решений общего собрания, готовит предложения о порядке использования общего имущества по условиям проектов договоров, предлагаемых для заключения на общем собрании, осуществляет контроль за содержанием и ремонтом имущества и качеством предоставления коммунальных услуг. Договор управления может быть заключен с управляющей компанией как жильцами на общем собрании, так и руководством ТСЖ или ЖСК. Если в течение года в многоквартирном доме не выбран способ управления, орган местного самоуправления обязан провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для дома. С победителем данного конкурса жильцы обязаны заключить договор управления. Спасибо. А как проводить общее собрание? Что нужно сделать для этого? Жильцами ежегодно должно проводиться общее собрание годовое, очередное. Все остальные собрания являются внеочередными и могут быть проведены по инициативе любого из собственников помещений дома. При этом, если вместе соберутся собственники, обладающие не менее чем 10% голосов, они могут обратиться с соответствующим требованием управляющей организации. Управляющая организация в течение 45 дней с момента поступления данного обращения обязана осуществить мероприятия, необходимые для проведения общего собрания. Как определить, сколько голосов есть у каждого собственника? Количество голосов соответствует доле собственника в праве собственности на общее имущество. А, соответственно, эта доля уже пропорциональна общей площади принадлежащего ему помещения. То есть, если у квартиры, например, один собственник, это будет 1 голос? В зависимости от общей площади жилых помещений дома. Это как в акционерном обществе акции. То есть в зависимости от того, какой уставной капитал, в нашем случае это общая площадь жилых помещений дома, соответственно, пропорционально этому делятся голоса. Что касается формы проведения собрания, имеет ли значение его форма? Форма проведения собрания у нас существует 3. Это очное голосование, заочное голосование и так называемое очно-заочное голосование. То есть если собираются на очное голосование жильцы, они присутствуют совместно обсуждают вопросы и в дальнейшем принимают решения. Заочное голосование проводится в случае, если очное голосование не имело кворум. Тогда производится оно опросным путем. Собственникам раздаются листы голосования, которые затем передаются до определенной даты окончания их приема его организаторам. При этом законом предусмотрена возможность проведения заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищного коммунального хозяйства, то есть посредством сети интернет. Очно-заочное голосование собственников происходит, когда часть собственников обсуждает вопросы очным путем, причем обычного присутствия, а часть заполняет решение в порядке заочного голосования. Чтобы решение собрания было правомочным, сколько должно быть голосов? Считается достаточным такое количество голосов? В основном, в том числе для выбора управляющей организации, достаточно более чем 50% от числа присутствующих на собрании. При этом, не от общего числа жильцов, а именно присутствующих. Да, при этом собрание правомочно в случае, если на нем присутствует более 50% собственники, обладающие более чем 50% голосов.
Для решения отдельных вопросов предусмотрен более высокий процент голосов. К примеру, решения о выборе способа формирования капитального ремонта принимаются более чем 50% голосов от общего числа собственников помещений дома. Решения о реконструкции, пользовании общим имуществом, размещении рекламных конструкций на доме, наделении Совета дома дополнительными полномочиями принимаются большинством не менее чем в 2/3 от общего количества голосов в доме. Если перейти непосредственно к взаимоотношениям между жильцами и управляющей организацией, да, вот заключается договор управления, правильно я понимаю, да? Да. Какие обязательства перед жильцами несет управляющая компания, вот, исходя из этого договора управления? Оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставлять коммунальные услуги, осуществлять иную направленную на достижение их целей деятельности. Перечень работы и услуг конкретный, по которым несет обязательство управляющая организация, определяется договором управления. Также договором устанавливается порядок определения его цены, размер платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, порядок их внесения, а также порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организации своих обязательств. Копия договора замещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Что касается контроля за деятельностью управляющей организации, каким образом жильцы могут контролировать ее деятельность? Ну, в соответствии с статьей 161 Жилищного кодекса, если иное не установлено договором управления, управляющая организация ежегодно должна предоставлять в первом квартале текущего года собственникам помещений отчет о своей деятельности, о выполнении договора за предыдущий год, а также размещать этот указанный отчет, опять же, в государственной системе жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, собственники могут реализовывать свои права через принятие решения на общих собраниях, в том числе в общем компетенции общего собрания отнесено принятие решения о текущем ремонте общего помещения дома, изменения способа управления, а также через деятельность Совета дома. Информацию об работе управляющей компании можно получать из сети интернет, она обязана ее раскрывать в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным правительством, и опять же размещать такую информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Также предусмотрено предоставление информации по письменному запросу собственника помещения в доме. То есть, если вот взять конкретный дом, да, если жильцы хотят ознакомиться с отчетом. Ну вот, например, сейчас уже январь месяц, да, вот Нового года. По предыдущему году управляющей компании отчет не был предоставлен, не предложили жильцам ознакомиться с таким отчетом, но жильцы вот хотят увидеть этот отчет. Что они могут сделать? Это, получается, письменно обратиться в эту управляющую компанию, да, с просьбой предоставить этот отчет. Да, письменно обратиться в управляющую компанию. Здесь вопросы регулируются как договором управления, так и стандартом раскрытия информации. В случае, если управляющая организация не исполняет требования по раскрытию информации, в том числе стандарты раскрытия информации, размещение информации в государственной информационной системе, то за это предусмотрена административная ответственность, которую уже реализуют органы административной юрисдикции. Это ответственность по статье 7.23.3 и 13.19.2 Кодекса об административных правонарушениях. Составление протоколов по таким делам возложено на органы государственного жилищного надзора. В нашем случае это инспекция по жилищному надзору Республики Крым. Спасибо, Николай Владимирович. У нас есть звонок от телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем. У нас дом двухэтажный, всего 16 квартир. Из них проживает только 12 квартир. 4 квартиры уже находятся выведены из жилого в нежилое. За 30 лет, сколько мы проживаем здесь, наша управляющая контора «Уют», мы делали полностью сами ремонт. В подъезде, поменяли трубы за свой счет в этом самом, как ее, в подвале. Потом делаем мы полностью делаем сами ремонт во всем нашем доме. Вот сейчас мы смотрим, как и написано, что Верховный суд Российской Федерации своим определением номер А-57 от 4.06.2014 года дал правовую оценку факту, что не платить за капремонт. То есть закон имел в виду нарушение прав законных интересов заявителя, поскольку не устанавливается обязанность
собственников помещений многоквартирных домов по уплате взносов за капремонт. То есть ваш вопрос в чем? Законно Да, ли взимание средств за капремонт на сегодня? Да. То есть мы никаких не подписывали нигде этих договоров. Вот договор, например, на воду, пожалуйста, мы заключили. Договор на газ заключен. На этот самый, как ее, на поставку жилконстрой мы заключили договора. С капремонтом не заключали договора. Мы не хотим куда-то платить в Симферополь, где там ремонтируют какой-то дом. Спасибо большое, ваш вопрос понятен. Что можно по данному вопросу По данному пояснить? вопросу можно сказать, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт она предусмотрена законодательством для всех собственников помещений многоквартирных домов. И, собственно говоря, даже не зависит от конкретной управляющей организации. Оператором сборов является для большинства домов региональный фонд капитального ремонта Республики Крым, да, в нашем случае. Либо жильцы могут решить вопрос на общем собрании об аккумулировании взносов на специальном счете. В собственном счете, да, который они могут открыть самостоятельно. Но вот тот факт, что не заключался договор, имеет значение в данном случае? Ну, с этим как раз мы возвращаемся к вопросу о том, что жильцы должны понимать, что они находятся во взаимоотношениях с, собственно говоря, подрядчиком своим, контрагентом по договору. И в первую очередь ответственно относиться к вопросам взаимоотношений и управления своей собственностью. Безусловно, в таких случаях возможно направление обращений как в инспекцию по жилищному надзору, так и органы прокуратуры. По этому вопросу проводится проверка, но в первую очередь, еще раз хотел бы подчеркнуть, если граждане, к примеру, приходят на автосервис чинить свою машину, а там им не выдают чеков, плохо проводят ремонт и так далее. И при этом не вспоминают про возможности, про наличие у них прав заменить поставщика услуг и соответствующим образом организовать управление своим домом. То есть в данном случае, если вот свои функции не выполняет управляющая компания, да, по ремонтным каким-то работам, вот касательно капитального ремонта, то это уже взаимоотношения между управляющей компанией и данными представителями дома, да, вот, с жильцами. Если это взаимоотношения между жильцами и фондом, да, вот республиканским, который собирает средства, то есть я вот не до конца поняла, что телезрительница имеет в виду, что нет договора с этим фондом. Вот почему они должны платить? Либо то, что управляющая компания не выполняет свои обязанности. Я, насколько понял, там нет никаких договоров из существа вопроса. Если нет договора с управляющей организацией, то тут, конечно, необходимо в этом вопросе разобраться как самостоятельно, так и, возможно, обращение в контрольно-надзорные органы. Взимание взносов на капитальный ремонт он не предполагает наличие договора с региональным фондом капитального ремонта. Спасибо. Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, вот если, вот мы говорили, да, уже немного с вами начали говорить о том, что если информация о проводимых или проведенных ранее работах управляющей компании не размещается, да, вот как добиться ее раскрытия? Это можно письменно обратиться, да, вы сказали, конечно, да, в эту управляющую организацию? И в управляющую организацию, и в органы контрольного надзора, за это предусмотрена административная ответственность, и так далее. Но в первую очередь все-таки нужно самоорганизовываться и отстаивать свои права коллективно, потому что для любой управляющей компании, когда она встает перед фактом того, что с ней завтра рассорнут договор, это не в интересах этой управляющей компании. Рынок достаточно конкурентный, поэтому, безусловно, государство обеспечивает в данном вопросе особую степень защиты правоотношений и внимательно относится к этим проблемам, потому что это имеет большое социальное значение, но наиболее эффективный инструментарий, безусловно, у жильцов. А какая информация должна быть в этих отчетах? В отчетах должна быть информация о расходовании денежных средств, о проведенных ремонтах, о
работах по содержанию многоквартирного дома, коммунальных услугах. Ну, подробно там все прописано в жилищном кодексе и соответствующих по закону практике. А вот если, допустим, такой отчет предоставлен, да, что вот выполнены такие-то работы, проводились они тогда-то и тогда-то, должны ли прилагаться какие-то акты, может быть, о выполнении работы, или как-то это должно фиксироваться? Вот как может собственник жилья проверить, ну, если он, например, в этот день не видел, убирал ли дворник, да, эту территорию, грубо говоря, да, ну, например, в счет за оплату услуг за этот месяц входит уборка, допустим, территории, придомовой территории дворником. Вот как можно это проверить, убедиться в этом 100%, что эта работа выполнялась в этот день, то есть акты какие-то должны составляться управляющей компанией? Законом напрямую приложение к отчету таких документов не предусмотрено. Потому что предполагается, что в договоре есть возможность прописать порядок предоставления такой отчетности, и в зависимости от требований жильцов при заключении договора управления, принятии решения на общем собрании, возможно установить соответствующие обязанности для управляющей организации. Закон здесь дает. Да, сказать, что жильцы, например, хотят увидеть акты, да, выполненных работ, подписи людей, которые, может быть, там контролируют выполнение, какие-то мастера, если это ЖЭК или управляющие компании, которые контролировали выполнение этих работ, фиксировали, что они были выполнены. Да? То есть, в принципе, такое право у жильцов многоквартирных домов. Есть возможность контролировать через совет дома, через контрольно-ревизионные комиссии, которые можно в доме создавать. Ну, здесь, опять же, все отсылает больше к договору управления. Спасибо. Давайте послушаем. У нас есть вопросы от наших телезрителей. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Задавайте вопрос, задавайте. Немного отойдите от телевизора, потому что эхо сильное. Мы вас слушаем. Я думаю, там кто-то другой задает. Нет, вы говорите. Да? Говорите, да. Соседка попросила узнать. Умер человек, вот год, 26-го, как раз год, как он умер. В наследство вступает его мать, 94 года, ветеран войны. А вот до сих пор приносят... И до сих пор приносят счет за капитальный ремонт, мол, туда. Кто будет это платить? Бабушка, которой 94 года? Спасибо, ваш вопрос понятен. Правомерно ли взимание оплаты, да, в данном случае, если еще не вступил в наследство человек? Обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт лежит на собственнике помещения, на квартирном доме. Соответственно, такая обязанность и необходимость внесения этих взносов начинается с момента получения права собственности. Как только человек уже оформит на себя правоустанавливающие документы на это помещение, да, правильно я понимаю, независимо от того, сколько ему лет, либо какой у него социальный статус, он будет являться собственником, и поэтому он будет обязан осуществлять взносы с момента, как получит правоустанавливающие документы. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Николай Владимирович, а каковы основные нарушения законодательства в деятельности управляющих организаций выявляются органами прокуратуры вот на сегодня на территории Республики Крым? Ну, тут необходимо понимать, что непосредственно контроль за работой управляющих организаций осуществляют органы государственного жилищного надзора, то есть инспекция по жилищному надзору Республики Крым. Данному органу предоставлены полномочия по проведению проверок их деятельности, выдаче предписаний, привлечению к административной ответственности. В том числе такие предписания могут выдаваться в случае, если управляющая организация проводит работы по содержанию и ремонту многоквартирного дома не в полном объеме и на уровне взаимоотношений между жильцами и управляющей организацией, данный вопрос решить невозможно. Существует у нас минимальный перечень работы и услуг, которые необходимо выполнять в рамках содержания и ремонта помещений многоквартирного дома. И в том числе данная инспекция следит за выполнением этого перечня. Соответственно, наибольшее количество нарушений оно связано именно с этими вопросами: ненадлежащее содержание, ремонт, предоставление некачественных коммунальных услуг.
Органами же прокуратуры выявляются факты преступлений в деятельности управляющих организаций. Наиболее распространенные – это подделка протоколов общих собраний, на основании которых осуществляется в том числе управлением многоквартирным домом, заключение договора управления, хищение средств, собранных на содержание и ремонт общего имущества. Часто имеют место факты хищения, либо просто нецелевого расходования средств, собранных с населения на оплату коммунальных услуг. В соответствии с пунктом 6 требований к порядку расчетов за коммунальные услуги, установленных правительством, платежи исполнителя подлежат перечислению в ресурсоснабжающую организацию не позднее, чем один день, следующим за днем его поступления данного платежа на счет исполнителя коммунальных услуг, в данном случае управляющей организации. Однако управляющая компания, рассчитывая на то, что дом от коммунальных услуг отключен, все равно не будет, использовать эти средства на иные цели, в том числе на содержание, на нужды дома, на содержание имущества, чтобы представить свою работу жильцам в более выгодном свете, продлить в дальнейшем договор управления, либо на выплату заработной платы. При этом ресурсоснабжающая организация положенные деньги не получает и не может финансировать необходимые ремонтные работы, что повышает риск возникновения аварий и прекращения предоставления коммунальных услуг. По таким фактам, в том числе, возбуждаются на основании прокурорских проверок уголовные дела по статье 160 Уголовного кодекса присвоения растраты, либо 201 злоупотребление полномочиями. То есть по таким фактам возбуждались уголовные дела? Конечно. То есть граждане могут обращаться, если вот такие факты имеют место, на их взгляд, то они могут обращаться в органы прокуратуры для того, чтобы были приняты меры реагирования. Безусловно, да, по серьезным финансовым или подозрения на уголовное преступление, либо в органы прокуратуры, либо в органы внутренних дел, которые непосредственно осуществляют уголовное преследование по данным вопросам. По вопросам содержания и ремонта специализированный контролирующий орган, который наделен возможностью в том числе выдавать предписания обязательно для исполнения. Спасибо большое, Николай Владимирович, за полезную и важную информацию для наших телезрителей, которую вы сегодня нам дали. Я прощаюсь с вами и хочу напомнить, что тема нашей программы сегодня была это правовое регулирование и выбор управляющей компании многоквартирного дома. Гость нашей студии – это прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым Николай Челпанов. На этом у меня все. Увидимся с вами в следующую пятницу в это же время. Всего вам хорошего.